Добрый вечер, уважаемые телезрители. В эфире телеканала Кимус, программа «Кефир». С вами вновь я, ведущая данной программы Айджамал Осмонова. Как говорил Лев Николаевич Толстой, дорогие друзья, знание не цель, это орудие. Так что с этим орудием можно смело шагать по жизни. Если вы считаете нужным получать знания и использовать их на практике, я думаю, что таковых людей очень много, и, соответственно, свои знания проверять, то я думаю, что всем вам знакомо такое понятие, как ОРТ, общереспубликанское тестирование. Тем более, что с недавних пор этот тест стал обязательным при поступлении в высшие учебные заведения Кыргызской республики. Соответственно, мы решили, что эта тема будет весьма интересной и полезной, потому что уже буквально совсем скоро, со следующей недели, начинаются ряд тестирований по стране. И, наверное, самый важный момент в жизни каждого из абитуриентов, потому что посредством данного теста решается их дальнейшая судьба, и, соответственно, выбор высшего учебного заведения будет сопровождаться именно тем баллом, которые они получат после данного экзамена. 59 20 01, телефон прямого эфира, дозванивайте до нас, задавайте свои вопросы нашим гостям, которых я вскоре вам представлю. И напомню, что спонсор нашей программы — компания «Шоро», родниковая вода-легенда. А наши гости уже сидят в студии, я готова вам их представить. Сегодня с нами Мирим Кадырова, главный специалист по администрированию тестов ОРТ. Здравствуйте, Мирим Аджи. Также Чинара Батракеева, пиар-специалист, и Валькова Инна, директор Центра оценки образования и методов обучения в ЦОМО. С 2002 года данный тест имеет место быть в Кыргызстане. Я хотела бы адресовать первый вопрос Вальковой Инне и рассказать о том, как вообще зародилось данное тестирование, и с 2002 года начиная, каких результатов вы добились? Ну, зародилось это тестирование, целью его было создать независимую тестовую службу, на которую невозможно оказать давление, для того, чтобы вступительные экзамены проходили прозрачно, справедливо, и чтобы самые способные ребята, независимо от того, где они живут, в какой школе они учатся и каков у них материальный достаток, могли иметь равный доступ к высшему образованию. Задачей было отобрать именно самых способных ребят, которые должны были учиться на грантовых местах в вузах. Потому что первоначально ОРТ был предназначен именно для отбора ребят на гранты, то есть на бюджетную основу. Но постепенно этот тест обрастал предметными тестами. Сначала это был только основной тест, а затем появились предметные тесты: химия, биология, а затем физика, история, английский язык. И в настоящее время 6 предметов мы тестируем. И сейчас этот тест стал обязательным на любое место в вузе. Кроме того, в этом году по приказу Министерства образования был установлен пороговый балл еще до начала тестирования. И пороговый балл в этом году будет составлять 110 баллов по основному тесту и 60 баллов по любому из предметных тестов. Это очень важная информация, я думаю, потому что ребята должны знать, да, вот те условия, которые будут применимы именно в этом году. Вот вы назвали цифру, обозначающую пороговый балл. Расскажите, пожалуйста, если абитуриент не достиг этого балла, что же будет дальше с его судьбой? Вообще это не высокий балл, и очень многие абитуриенты его достигают. Но если он в этом году не достиг, то он может идти в средние специальные учебные заведения учиться, либо готовиться на следующий год, а в этом году поработать, либо он может поступать, скажем, в технические какие-то колледжи, но в вуз он не может поступать, если нет порогового балла. Хорошо. Следующий вопрос я хотела бы адресовать Чинаре Батракеевой. Напомню, что она является пиар-специалистом ЦОМО. Вот сейчас я наблюдаю такую тенденцию, что многие абитуриенты просто не жаждут идти на тестирование, так как кто-то верит в те же самые коррупционные схемы, что в любом случае место ему достанется. Кто-то надеется на тестирование университетские, где также есть возможность поступить. Расскажите, пожалуйста, со своей стороны, какие методы вы применяете в популяризации именно общереспубликанского тестирования, чтобы все абитуриенты прямиком туда направились? Начнем с того, что, как уже сказала Инна Павловна, тестирование ранее проводилось только
для поступления на грантовые места. Мгм. Сейчас же уже последние несколько лет тестирование обязательно для поступления во все вузы Кыргызской республики. Поэтому все те абитуриенты, которые желают стать студентами кыргызстанских вузов, они должны сдавать общереспубликанское тестирование. И информацию об этом, мы говорим об этом уже давно, мы провели ряд пресс-конференций, мы освещаем это в СМИ, в газетах, в радио. Да? То есть я думаю, что те люди, которые заинтересованы в этом году поступить, желают, они знают о том, что для поступления нужно обязательно сдать основной тест и предметные тесты в зависимости от тех специальностей, которые они выбирают. Мгм. Непосредственно к программе по ОРТ этого года хочется перейти. Я думаю, Мерим Кадырова, главный специалист по администрированию тестов, нам об этом более подробно расскажет, что в этом году предстоит перед всеми абитуриентами. Ну, тесты у нас уже начинаются действительно скоро. 19 мая и 20 мая у нас будет первый этап тестирования, и 22 и 23 мая будет второй этап тестирования. Это означает, что уже буквально через неделю все абитуриенты, которые зарегистрировались до 7 апреля, с 24 февраля до 7 апреля, они уже распределены по тестовым центрам, придут в назначенное время в определенную школу с паспортом, главное, с уведомлением, чтобы сдать тест. И, как бы, пользуясь данным моментом, я хотела бы сразу же предупредить абитуриентов и их родителей, чтобы дети приходили на тест без сотового телефона и без других электронных приспособлений, шпаргалки, книги и какого-то другого источника и носителя информации. Потому что это чревато тем, что мы, если даже абитуриент не пользовался этим приспособлением, то наши администраторы вынуждены будут дисквалифицировать абитуриента. И это означает, что этот абитуриент в этом году не может сдать тест и лишает сам себя права поступления в вуз в этом году. На следующие года он может, конечно, претендовать, сдавать и регистрироваться тест, а в этом году уже он будет лишен этого права. Ну, еще бы хотела бы я дополнить, что очень большая, не очень большая часть, а какая-то часть абитуриентов, которая не успела до 7 апреля зарегистрироваться, они могут зарегистрироваться 18 либо 20 мая. Это в тех же школах, в которых на следующий день будет проводиться общереспубликанское тестирование. Они могут подойти к часу дня со следующим перечнем документов. Это паспорт, аттестат. Если ученик, то есть абитуриент закончил школу в прошлом, позапрошлых годах, если он является выпускником 11 класса, либо последнего курса среднепрофессионального, либо среднеспециального учебного заведения, то он должен подойти со справкой из учебного заведения, которая подтверждает, что он действительно в этом году заканчивает. С 2002 года, как я ранее упомянула, существует ЦОМО, Центр проведения общереспубликанского тестирования, и за это время вы, наверное, навидались множество случаев. Я знаю, есть даже такое понятие, терминология, называется человек-каскадером, тот, который заходит и сдает вместо кого-то тестирование. Я сама лично с таким явлением сталкивалась, так как была в роли администратора. Расскажите, пожалуйста, вот эти люди, каскадеры, я знаю, что они у вас числятся в специальной базе. Каким образом этих людей вы определяете? И каким образом все равно год от года они умудряются пройти на тест от чьего-то имени? Ну, как бы многоступенчатая проверка есть. Самая одна, как бы, первостепенная проверка – это когда абитуриент приходит, и наши администраторы при входе в школу на фейс-контроле сличают фотографию пришедшего абитуриента и фотография, которая указана, то есть есть в паспорте и форме 3. Это самая первая проверка. А потом во время теста есть еще несколько ступеней проверок. В течение всего теста наши администраторы ходят и проверяют, и идентифицирует личность, действительно ли это человек, который выдает за себя. Ну, бывают такие случаи, что большая часть каскадеров, они уходят, или, как мы говорим, выгоняем с теста. Какая-то часть, она умудряется сдать тест, но таких мы тоже ловим. Свои секреты мы, наверное, не будем скрывать. Не скрывать секреты, Да. но у нас есть программы, которые работают на поиск и поимку именно таких вот нечестных сдач, да, теста. И выявляя, мы проверяем потом очень тщательно. Находим, и бывает очень-очень много И наказываем. неприятностей. Самое главное, что тот, вместо кого
сдается этот тест, он лишается права поступления в текущем году. И если учесть, что он уже отдал деньги кому-то за то, что ему там сдали этот тест, да, то и еще лишается права, то я не думаю, что они после этого бывают счастливы. Хорошо. Я думаю, что эти советы, безусловно, будут полезны всем тем людям, которые собираются в этом году отправиться на общереспубликанское тестирование или собираются вместо себя кого-то другого отправить. Также прислушайтесь к нашему сегодняшнему эфиру. Все-таки стоит оставаться честными во всем. 59-20-01, телефон прямого эфира. Говорим мы сегодня про общереспубликанское тестирование в Кыргызской республике. Напомню, что с недавних пор оно стало обязательным перед поступления в любые университеты страны. Дорогие друзья, дорогие абитуриенты, если вы нас сейчас смотрите, а также родители их, можете до нас дозвониться, задать все вопросы специалистам ЦОМО. А сейчас небольшая рекламная пауза будет, после которой мы продолжим наш эфир. Продолжаем наш эфир, и мы сегодня затронули, наверное, самую главную кладезь, которая существует в нашем мире, это кладезь знаний. Дорогие друзья, мы говорим про общереспубликанское тестирование, которое, собственно, и выявляет тот клад накопившихся умений, тот клад накопившихся знаний, которые вы собрали за все годы в школе, а школьная база – это основа всему дальнейшему, вашей карьере, вашей работе и, соответственно, успешности вашей жизни. 59-20-01, телефон прямого эфира. Раз уж мы говорим про общереспубликанское тестирование, мы посчитали нужным пригласить специалистов ЦОМО. Это Мерим Кадырова, главный специалист по администрированию тестов. Это Чинара Батракеева, пиар-специалист ЦОМО, а также Валькова Инна, директор Центра оценки образования и методов обучения в ЦОМО. С 2002 года существует тест. Скажите, пожалуйста, вот хотелось бы сейчас обратиться к Вальковой Инне относительно того же самого тестирования, каких результатов вы добились, промежуток данного времени, и насколько сейчас тест поменялся от изначального варианта? Ну, на самом деле не мы добиваемся успеха, а добиваются успеха те, кто сдает тест. Это тест, который определяет способность человека к дальнейшему обучению. И он должен в это время, вот 3 часа, 35 минут, он должен сосредоточиться и показать все, на что он способен. И для того, чтобы он мог показать себя с разных сторон, этот тест существует, состоит из нескольких частей. Первая часть — это математическая, и здесь могут себя выгодно показать те, кто хорошо мыслит в области математики. Следующая часть — это словесная часть, и здесь нужно прочитать текст, суметь ответить на вопросы по этому тексту, установить связи между словами. Здесь очень хорошо себя показывают и те, кто математику обычно сдают хорошо, да, и те, кто хорошо читает и понимает тексты. Ну и те, кому ближе язык, он может себя очень хорошо проявить на третьей части. Это грамматика либо кыргызского языка, либо русского языка. То есть тест поставлен таким образом построен, что даже если ты чего-то не знаешь, если даже ты забыл что-то, какие-то формулы, ты можешь показать, как ты другим способом можешь решить, любым другим можешь решить ту или иную задачу. Очень часто задания теста составлены таким образом, что не нужен какой-то более широкий контекст. Ну, например, в словесной части там есть тексты, да, и эти тексты не требуют каких-то еще знаний дополнительных. Все заключено конкретно в том задании, которое они получают. Нужно просто очень внимательно его выполнять, сосредоточиться и сначала внимательно прочитать, что требуется сделать, затем очень внимательно прочитать сами тексты, и только потом, после этого, выполнять задания. Наши абитуриенты, к сожалению, делают наоборот. Они хватаются за задания и забывают прочитать тексты. И поэтому делают вот эти ошибки. Ну, а затем им предстоит на следующий день сдать предметный тест. Очень большая ошибка, я считаю, когда берут вообще все тесты, которые возможны. Всего 6 тестов, и не определившись, абитуриенты берут
как химию с биологией, так английский язык, и математику, и физику. Я просто удивляюсь широте их знаний и способностей. В результате они очень устают на тесте и не могут проявить себя должным образом при сдаче предметных тестов. Лучше, конечно, выбрать то направление, которое тебе ближе, и уже там показывать свои способности. Ну, я думаю, что успешнее можно сдать тест, если ты не переутомился, если ты готовился очень серьезно к этому тесту. Мы со своей стороны хотим убедить тех, кто еще будет только регистрироваться на предметные тесты, не набирать их большое количество. Вот моя суть вопроса заключалась в том, что сама суть теста, сама ее схема год от года, меняется ли она? Сохраняет ли она стандартность, либо какие-то нововведения появляются? Дело в том, что когда абитуриент сдает тест, он должен очень хорошо знать, к чему он готовится. Поэтому основная структура теста остается той же самой. Если она меняется, то она меняется очень медленно. Сначала выходят пособия, которые говорят, что вот там через год, например, может появиться вот такая секция, и там будет то-то, то-то, то-то. И только после этого мы можем перейти к этой новой секции. Но сейчас уже схема устоявшаяся достаточно. Все возможные предметные тесты введены туда, и мы стараемся сделать этот тест стабильным. Это очень важно для того, чтобы школы могли подготовить своих ребят, да, выпускников, для того, чтобы родители знали, что ждет их детей, и чтобы сами абитуриенты знали, как, к чему им готовиться и что их ждет на тесте. Поэтому больших колебаний быть не может. Все вопросы, которые они встретят, они будут новые, но схема, то, что проверяется, те умения, которые необходимо показать, они закреплены определенными матрицами, которые из года в год достаточно устойчивы. Хорошо. Я напомню еще раз, телефон прямого эфира 59 20 01. Можно также посредством Facebook, Одноклассников и других социальных сетей задавать нам вопросы. Напомню, что мы говорим про общереспубликанское тестирование 2015 года в Кыргызстане. У нас есть первый телезритель на связи. Здравствуйте, добрый вечер. Алло, добрый вечер. Говорим чуть погромче, пожалуйста. Добрый вечер. Мы вас слушаем. Я хотел спросить такой вопрос. Не кажется ли вам, что вот система такого тестирования, особенно в старших классах, ну, будем говорить, заменяет каким-то образом учебу тем, что учеников начинают натаскивать на тест, вместо того, чтобы учить? Хорошо. У вас еще вопросы будут? Нет, спасибо. Спасибо большое, телезрители, за звонок. Я думаю, что Мирим Кадырова ответит на данный вопрос. Мне кажется, Инна Павловна лучше ответит. Я думаю, что такая опасность всегда существует. Когда вводится экзамен какой-то, и особенно экзамен, который имеет такое жизненно важное значение, как поступление в вуз, то естественно, что существует опасность натаскивания на какой-то конкретный тест. Но общереспубликанский тест, он состоит из проверки того, насколько человек может показать свои способности. А для этого нужно, просто необходимы те знания, которые они получают в школе. И натаскать другим способом очень сложно. То есть у человека есть определенная способность, которую он, пользуясь теми знаниями, которые он получил, может проявить в большей или меньшей степени. Тем не менее, я хотела бы, конечно, сказать, что тестирование — это не панацея, и нет, наверное, такого экзамена, который бы был лишен недостатков. Если мы будем говорить об устных экзаменах, то это все равно натаскивание на этот экзамен. То есть здесь зависит от того, чего хочет сам обучаемый. Можно построить все на просто заучивание каких-то вещей и воспроизведения, а можно построить обучение на том, что ты какой-то объем знаний имеешь и как ты их можешь применить. Вот наш тест говорит о втором, как ты можешь применить.
И каждое задание, оно не может, это не на воспоминание, это не на память, это на мышление, это на то, как применять. Ну, вот такой пример. Можно я еще добавлю? Конечно. Если говорить о статистике, да, то в этом случае мы увидим, что на самом деле и директора школы, и учителя говорят о том, что те дети, которые хорошо учатся, как правило, они получают хорошие баллы. Да? То есть они умеют применять те знания, которые получили в школе, в жизни, в различных ситуациях. То есть согласно этому можно, наверное, уже судить о том, что вот за все годы проведения тестирования, в принципе, ну, возможно, есть какой-то процент, который натаскивают, да, но в целом мы получаем статистику, которая пропорциональна обучаемости. Мы же прошлись по улицам нашего города и как раз-таки спросили наших горожан о том, что они думают по поводу общереспубликанского тестирования, о том, как они готовятся, считают ли нужным проведение данного теста и, собственно, о всей серьезности намерений абитуриентов покорять, соответственно, все университеты страны в нашей следующей рубрике «Опрос», после которого мы вернемся в студию. Напомню, что у нас сегодня представители ЦОМО, и мы говорим про общереспубликанское тестирование в Кыргызстане. Присоединяйтесь к нам. Необходимо ли общереспубликанское тестирование? Конечно, необходимо. Не знаю, просто нужна. Не могу сказать. Ну, для проверки их знаний, для того, чтобы пройти соответствующий вуз. Да, я думаю, да. Почему? У нас все равно все вузы на контрактной основе. Таким образом можно выяснить, человек может ли поступить в дальнейшее обучение или не может. Потому что есть определенный барьер перехода, да, в вузы. Например, когда мы поступали, было 110 барьер. И если ты не прошел через этот барьер, через основное тестирование, то ты не можешь поступить. И поэтому таким образом можно узнать, да, человек может... Да, знания узнать и, в общем, способен ли он учиться. И это по-любому надо же как-то знания проверять. Не просто же так всех брать в университет. Наверное, нам нужно, ну хотя бы, чтобы знать свои знания. Ну, возможность поступить на бюджет, почему бы и нет. Ну, конечно, необходимо, но общереспубликанское тестирование, оно же честное. Сейчас же развита коррупция, а на ОРТ все равны. ОРТ просто неотъемлемая часть нашего образования. Кроме того, что она показывает ученику, студенту, на что он способен, кроме того, он может также дать фундамент для дальнейшего обучения. Ну, конечно, потому что мы должны проверить свои знания. И, допустим, если кто-то поступить хочет в хороший университет, то тоже у него должны быть знания на уровне этого университета. Я думаю, что это надо. Мы продолжаем наш эфир. Напомню, что главной темой нашего часа явилось обсуждение общереспубликанского тестирования 2015 года. Посредством нашей программы все абитуриенты, их родители и все люди, которые родственники или друзья которых так или иначе в этом году или в следующем, возможно, соберутся отправиться сдавать данный тест, могут задать вопросы свои непосредственно тем людям, которые занимаются данными вопросами. И сейчас хотелось бы также в продолжении нашей темы обратиться к Мерим Кадыровой, главному специалисту по администрированию тестов, и задать вам следующий вопрос о том, как проходит подготовка именно кадров, администраторов, то есть. Ну, это очень хороший вопрос, потому что многим интересно, кто же проводит тест. Как только не называют наших администраторов смотрящими, наблюдателями, экзаменаторами. Но единственное могу сказать, да, что наши администраторы, они не являются экзаменаторами, они непосредственно не проводят экзамен. Они просто наблюдают за процедурой проведения тестирования. Они раздают тетради тестов, наблюдают, правильно ли заполнены регистрационные номера и номеры тетради заполнения абитуриентов, но при этом им абсолютно запрещено читать содержание тестов, делиться с друг другом. И прежде чем их отправлять проводить тест, мы в течение года проводим отбор.
У нас уже последние 2-3 года появилась возможность отбирать уже двухэтапно и трехэтапно. Сначала все желающие приносят к нам свое резюме, мы рассматриваем резюме, потом их приглашаем на групповое собеседование. И по итогам группового собеседования мы их приглашаем проводить с нами тест. Мы его называем, ну, в народе почему-то быстренько, оно так популярно стало, называют пробным тестом, но официальное название независимое тестирование школьников. Мы проводим тест среди учеников, начиная со второго, включая второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, 10, 11 классы. И вот при необходимости мы всех тех ребят, которые прошли групповое интервью, второй этап, мы их приглашаем проводить совместно с нами тест и уже на практике убеждаемся, действительно ли этот человек пригоден для того, чтобы считаться администратором. Каким главным критериям должен соответствовать человек, который сможет, соответственно, быть администратором? Ну, перед тем, как принимать резюме, мы обговариваем это где-то не менее 11 пунктов, даже может быть больше. Это в первую очередь, чтобы человеку было не менее 18 лет, он должен быть старше 18 лет, до 45 лет. Должен быть старше абитуриентов. Намного старше. И не такой уж, ну, скажем, свыше 45 лет уже человеку действительно физически сложно проводить тестирование. И умение работать в команде, также физическая выносливость, это само собой. Ты прекрасно помнишь, да, как вы в 7 часов вставали и в 7 часов только прекращали свою работу. Условия бывают абсолютно разные. Абсолютно разные. Тест обычно мы проводим в мае, но, как Инна Павловна говорит, у нас все время дождь в это время. Бывает холодно, а в спортивных залах, где где-то больше 100 человек абитуриентов сидят, там их бывает душно, и поэтому мы все-таки пытаемся брать более крепких девушек и крепких парней и других представителей, кандидатов в администратор общереспубликанского тестирования. И знание кыргызского и русского языка обязательно. И очень хорошая такая, да, чтобы у человека была хорошая дикция, громкий голос, потому что от этого зависит, насколько доступно и хорошо будет абитуриентам прочтена инструкция и даны соответствующие инструкции, как абитуриент должен вести себя во время теста. И также мы предъявляем такие требования, чтобы он был инициативным, принципиальным, честным и все-таки болел за наше дело, потому что в некоторое время, когда мы спрашиваем, а ваша цель прихода на наше интервью, на наше собеседование, я хотел бы посмотреть, я не видела либо я хотел заработать денег. Ну, конечно, с одной стороны, можно похвалить их за честность, но мы больше все-таки пытаемся отбирать, даже не пытаемся, отбираем тех ребят, которые искренне хотят помочь нашей стране. Многие ребята говорят, я уже учусь на бюджете. На бюджет я поступил благодаря общереспубликанскому тестированию. Я хочу помочь вам и другим ребятам, чтобы они в зависимости от своих способностей могли получить бесплатное образование. То есть это самый верный ответ? Это не самый верный ответ, но он, естественно, нам нравится, но все-таки мы большую часть на ответы тоже не смотрим. Мы просто смотрим, насколько человек действительно к нам подходит. Я сама видела и представляю себе, сколько администраторов каждый год работает на общереспубликанском тестировании, а сколько родственников у каждого из них, наверное, представить еще сложнее. Скажите, пожалуйста, каким образом проходит работа именно в этом плане, что администратор, будучи в каком-то зале, где будет присутствовать его родственник, знакомый или друг, не окажет какую-либо помощь? Ну, это вот одно из наших требований. Если у администратора есть родственник или близкие люди, которые сдают в этом году общереспубликанское тестирование, они обязательно должны нас уведомить об этом. И от такого человека мы, конечно, не откажемся, но мы его направим в другой регион, абсолютно противоположный регион, где они будут сдавать его родственники тест. Та же самая процедура и предстоит с нами. Мы, если узнаем, что в этом году кто-то из наших близких людей сдает общереспубликанское тестирование, мы в письменном виде оповещаем всех сотрудников нашего центра. Говорим, что вот в этом-то году фамилия, имя, в какой школе учится, из какого района, с какой области, мы это обязательно оповещаем всех наших родственников. Не зря в народе говорят, что это самое справедливое тестирование, которое есть у нас в стране. Я хотела бы обратиться к директору Центра оценки образования и методов обучения Вальковой Инне по поводу именно языков, посредством которых сдается тестирование. Я знаю, что помимо кыргызского, русского имеется еще узбекский. Либо какие-то еще языки появились за последнее время сдачи тестов. На самом деле с 2002 года по 2004
2014 год, 2013 год было 3 языка тестирования. Это был кыргызский язык, русский язык и узбекский язык. В связи с тем, что большое количество населения, говорящих на узбекском языке, компактно проживает на юге республики. И много было узбекских школ. Но вот 2 последних года по постановлению правительства ОРТ ограничено было 2 языками. То есть теперь тест сдается на кыргызском языке и на русском языке. 3-го языка сейчас нет. А как же ведется работа с теми же самыми узбекоязычными абитуриентами, которые, возможно, часть теста не понимают? Ну, единственное, что я могу сказать, они были предупреждены об этом, они знали о том, что будет эта ситуация. Я знаю, что часть абитуриентов перешли даже в кыргызские школы для того, чтобы лучше освоить этот язык. Но аргументом здесь, вот, я думаю, у правительства, у Министерства образования также было то, что в стране нет вузов, которые обучали бы на узбекском языке. А все обучение ведется на кыргызском и русском языках. Я думаю, что это рождает сложности определенные у узбекоязычного населения, тем более, что школы, которые вот продолжают преподавать на узбекском языке, они существуют. Но родители были предупреждены заранее и, возможно, проживая в тесном контакте с кыргызскоязычным населением, они хорошо владеют кыргызским языком. Ну вот тут уже то, что есть, то есть. Вот ваше личное мнение, это решение было правильным, и нужно ли внедрять еще другие языки? Другие языки, понимаете, насчет других языков, это было бы замечательно, конечно. Сколько национальностей, столько и языков. Но дело в том, что таких школ очень мало. А процесс создания теста очень трудоемкий. И, скажем, для нескольких человек создавать целый огромный тест и тратить огромные деньги было бы, наверное, не совсем верно. Тем более, что представители этих национальностей, они все равно владеют либо русским языком, либо кыргызским, кыргызский государственный, русский официальный. Поэтому вот там, где очень немного людей, хотя и существуют даже школы, вот это не делается в других странах и в нашей стране тоже. Им учиться потом на русском и кыргызском языках. Что касается узбекского языка, то, ну, наверное, хотелось бы, что если есть узбекские школы, чтобы узбекский язык продолжал существовать. Но здесь аргументы очень разные. Если мы будем разговаривать с людьми, с представителями разных национальностей, каждый из них дает свою аргументацию. И здесь, в данном случае, очень трудно сказать, кто правее, да, кто левее, кто правее. То есть у каждого есть определенные доводы, с которыми можно согласиться. Ну, например, что узбекский язык, который преподается в нашей стране, на самом деле очень далеко отстоит от настоящего узбекского языка, потому что у нас он на кириллице, а настоящий узбекский язык, то, что сейчас в Узбекистане, это латиница. Да? Нет там узбекскоязычных факультетов и университетов. То есть есть и за, и против, и в том, и в другом случае. Но нас регулирует постановление правительства. Хорошо. Я, с вашего позволения, напомню еще раз телефон прямого эфира 59-20-01. Можете к нам присоединиться. Сегодня у нас в рамках эфира обсуждается общереспубликанское тестирование 2015 года. И сегодня представители Центра оценки в образовании методов обучения, соответственно, те люди, благодаря которым возможно проведение данного тестирования. Сейчас будет небольшая рекламная пауза, после которой вы также можете до нас дозвониться или же задать свои вопросы посредством Фейсбука и других социальных сетей. После паузы вернемся в студию. Дорогие телезрители, мы продолжаем наш эфир. Напоминаю, что на ваших телеэкранах программа «Кефир». На нашем канале обсуждаются лишь актуальные, социально значимые темы. И одна из таковых – это поступление в высшее учебное заведение Кыргызской Республики. Не за горами лето, как раз-таки тот самый пик, когда начнется активность у всех абитуриентов. И, естественно, предшествующим шагом к этому является сдача общереспубликанского тестирования, которое как раз-таки сейчас является
является обязательной процедурой. 59-20-01, телефон прямого эфира. Во время рекламной паузы до нас дозвонился телезритель. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Вас немного глухо слышно. Говорим чуть громче. Алло, здравствуйте. Алло, вы меня слышите? Сейчас слышу. Здравствуйте. Вот у меня вопрос. Моя дочка 3 года тому назад закончила школу. 2 года назад, да? 3 года тому назад. Вот в этом году она хочет поступить в вуз. Вот что она должна в первую очередь сделать? Это первый вопрос. И второй вопрос, что касается ОРТ. Да, вот мы говорим коррупция, а вот в народе ходят слухи, что будто бы вместо абитуриентов, школьников туда заходят за какую-то энную сумму, да, студенты. Вот как на это смотрите? Хорошо. Наши телезрители, спасибо большое за звонок. Очень радостно, что присоединяются не только молодые люди, а также и взрослое поколение. И как раз таки затрагивают такие важные темы, как коррупция. Вот я думаю, что Валькова Инна, директор центра, ответит на вопрос нашего телезрителя. На первый вопрос, я думаю, ответить очень легко. Ваша дочь, независимо от того, когда она закончила вуз, школу, она имеет право поступить в вуз по ОРТ. И вообще любой человек, сколько бы ему лет не было, он имеет право сдать ОРТ и поступать в вуз, участвовать в конкурсе на поступление в вуз. Для этого нужно зарегистрироваться. Если человек еще не зарегистрирован, то в таком случае нужно зарегистрироваться. Это будет 18 и 21 мая. И с собой нужно иметь паспорт. И так как уже давно закончил человек вуз, и если он в это время не учится, потому что студенты не имеют права сдавать ОРТ, нужно будет принести аттестат. 2 фотографии. 2 фотографии, и таким образом просто пройдет регистрация. На следующий день девушка придет и сдаст тест. Что касается нарушений, вот имелось в виду, что вместо одного человека сдает человек другой, да, то, что мы называем каскадерство. Действительно, во всех странах, это не в ОРТ, это во всех странах, на всех экзаменах и в вузах тоже существует такая система: послать вместо себя кого-то, кто хорошо знает. Это может быть друг, это может быть брат, это может быть студент, который хорошо знает и которому ты заплатил деньги за то, что он вот придет и сдаст. Наша задача не допустить вот таких моментов. Меня немножечко удивляет. Вот мы признаемся, что такой факт вообще возможен в принципе, что один придет за другого. Другое дело, что его поймают, конечно, мы стараемся. Если есть такие сигналы, мы всегда рады таким сигналам и наводкам, да? Вот. Стараемся предотвратить такие вещи, либо потом разбираемся по результатам теста, все равно мы находим таких абитуриентов. Но это существует везде. И от того, что мы признаемся, а другие не признаются, это не значит, что у нас это существует, а в других местах этого нет. Это есть везде, и мы с этим боремся. И мы стараемся, чтобы не мы одни боролись, а чтобы с нами боролись и родители абитуриентов, если они вдруг знают такой факт. Мы работаем вместе с Государственной службой безопасности и с Министерством внутренних дел над этой проблемой. Хорошо. У нас на Фейсбуке пришло сообщение, нам написала телезрительница, зовут ее Гульнура. И, как оказалось, она в прошлом году сдавала тестирование, и она пишет, что очень строго было, что не давали выходить в уборную, не давали есть, не давали пить, не давали встретиться с родителем, который хотел поддерживать. Почему условия такие строгие? Она говорит, что в этом году ее брат пойдет сдавать, и предстоит ему все это, вот через что она проходить. Я думаю, Мирим Кадырова, как непосредственный главный специалист по администрированию тестов, ответит нам на этот вопрос. Ну, по поводу пить, там, есть, мне кажется, ни в любом другом экзамене это непозволительно. Если изначально же предупреждается, что тест длится 3 часа 35 минут и со всеми инструкциями, с перерывом 4 часа.
Да, пить нельзя, Нет, кушать нельзя во время теста. Пить можно, но во время теста, если есть бутылочка воды, то она либо должна быть под партой, либо она должна стоять возле у входа, на столе администраторов. Ребенок может подходить, поднимать руку, подходить и пить водичку. А вот выходить в туалет разрешается всем выходить, но абитуриенты, да, перерыв есть. Я помню, в порядке очереди. Да, абитуриенты должны помнить, что когда они выходят пить, кушать, либо в туалет, им время никто не добавляет, они просто сами у себя время забирают. Тем более, что есть перерыв. Да, есть перерыв. Если прям действительно не вмоготу, то действительно в порядке живой очереди, потому что вы представляете, если в аудитории сидит более 50 человек, все 50 человек побегут в туалет, опять же очередь будет. Поэтому как бы в порядке живой очереди это тоже логика есть, чтобы они не обменивались мнением, а к родителям тем более нельзя приходить. Родители должны в это время быть дома и там тихонечко либо отдыхать, либо ждать свое чадо. Но во время теста все контакты с представителями, не с другими абитуриентами, не с другими родителями или другими представителями, которые не являются администраторами, действительно запрещено общаться. Хорошо. А вот у меня уже есть также вопрос к Вальковой Инне, директору Центра образования и методов обучения, именно по поводу тех вариантов, по поводу количества вариантов, которые представлены в тестировании, и по поводу тех вопросов, которые там представлены. Повторяются ли они, или каждый вариант является исключительным в своем роде? Ну, это по-разному бывает. То есть мы в зависимости от задач тестирования, от целесообразности момента, мы сами рассчитываем, какое количество вариантов должно быть. Ну, в этом году будет очень много вариантов. Скажем, раньше было меньше, потому что меньшее количество людей сдавало, и было только на бюджет. Сейчас и на бюджет, и на контракт, и на заочное, и на дистантное, вообще на все. Поэтому, да, вариантов стало намного больше, конечно же. Мы не хотим специально говорить, когда, какие варианты, что и сколько, поскольку эта информация секретная, она нужна для того, чтобы справедливо провести тестирование. Все зависит от востребованности данных экзаменов, от того, сколько человек зарегистрировались. Но мы можем сказать, что если раньше тестирование проходило в 3 этапа, и таким образом, например, первый этап каким-то образом мог повторяться во 2-м или в 3-м, то сейчас все проходит в 2 этапа. И для 2 этапов существуют разные варианты, поэтому не стоит бежать в школу, ждать кого-то, записывать вот эти вот задания, потому что будут другие задания. Хорошо. А по поводу, скажем, находчивых тех школьников, которые умудрились во время тестирования найти одинаковые вопросы, одинаковые варианты ответов в своих тестах и обладают какими-то навыками, школьными умениями списывания, так называемо говоря, школьным сленгом, почесать нос, почесать голову, еще какой-то знак подать. Вот относительно данного вида помощи, какие-то меры предпринимаются или тут уже вы не посильны решить вопрос? У каждого человека какой-то свой вариант. Дело в том, что это очень медвежья услуга, да, почесаться, ухо потрогать и прочее. Мы, конечно, за этим следим. У нас есть тренинги специальные, где мы рассказываем об этих знаках и тренируем наших администраторов, чтобы этого не было. С этим и связана, собственно, та строгость, которая существует на тесте, чтобы никто ни у кого не мог ничего списать. Но, к сожалению, бывает такое, что мы что-то не уследим, и они начинают подавать какие-то друг другу знаки, и у них разные варианты. И человек, который получает этот знак, он думает, что у него похожий вопрос, но на самом деле это другой. И мы потом только диву даемся, как можно, например, из 150 вопросов ни одного даже не угадать. То есть это вот он получал какие-то знаки от другого человека с другим вариантом и просто элементарно, не думая, отмечал правильные ответы, они оказались абсолютно все неправильные. Ну вот, я думаю, что не стоит рисковать. Нужно включать голову, нужно включать внимание, спокойно сиди, спокойно пиши. Мерим Кадырова, главный специалист, напомню, по администрированию тестов. И к Мерим Эджи у меня есть вопрос по поводу того, какие права есть у администратора относительно
всех абитуриентов. Имеет ли он право обшарпать его полностью, то есть заглянуть под юбку девушки, под жилет, проверить все карманы, есть ли там шпаргалки и прочее? Ну, конечно, не имеет права. Просто если есть какие-то подозрения, но мы просим встать этого абитуриента и вывернуть свои карманы. А если уже действительно такие серьезные подозрения, что у этой девочки что-то такое, возможно, она выкрала что-то, то в этом случае это, наверное, нужно делать не при всех и как-то потихонечку просто вывести и попросить: покажи, действительно отдай на самом деле. А так, я считаю, что мы строго запрещаем администраторам делать. А если такое делать. нарушение обнаружено именно в начале тестирования, когда человек еще не успел списать, что с ним происходит? Подается ли он дисквалификации или дается возможность? В любом случае, если при абитуриенте обнаружена шпаргалка, книжка, телефон, сотовый телефон, если даже он им не пользовался, то если это до начала теста, то ему просто делается предупреждение и его оставляют. А если это во время теста, то мы вынуждены его дисквалифицировать. Хорошо. И последний вопрос, я думаю, один из самых важных, который относится к моменту поступления. Мы вот за кадром заговорились с Валькова Инной, директором центра, что есть такая система некой категории при поступлении абитуриентов, что они подразделяются на малые города, высокогорья, большие города и так далее и тому подобное. Каким образом происходит здесь вот распределение? Ну, в связи с тем, что в Кыргызстане образование очень неравное, и придумана эта система. Значит, система, вы, наверное, знаете, что сертификаты даются разного цвета. Например, Бишкек — это красные сертификаты. И Бишкек соревнуются, абитуриенты Бишкека соревнуются только с абитуриентами Бишкека. Здесь они не соревнуются, имеется в виду, вот конкурс не проходит с представителями, например, малых городов или же с представителями сельских школ. И получается, что у нас есть несколько категорий, которые проходят конкурс в рамках каждой из категорий. Категория Бишкека только друг с другом соревнуются. Категория сельские школы — это желтые сертификаты, они только внутри своей категории соревнуются. Также синие сертификаты — это малые города и областные центры, и высокогорье, фиолетовые сертификаты. Они не могут перекрестно, да, соревноваться. И на каждую из этих категорий выделяется определенное количество мест, в зависимости от того, сколько бишкекчан поступает именно на эту специальность, сколько представителей села и вот других категорий, места распределяются между этими категориями. И тогда уже внутри категорий каждый распределяется по ранжиру, у кого больше баллов, те и претендуют на те места, которые выделены вот в результате квотирования. А право именно за выбором числа и за распределением мест, соответственно, для всех вышеперечисленных категорий остается за вузом, как я поняла? Нет, это есть формула, которая пропорционально поступающим распределяет эти места. Чем больше претендует от определенной категории, да, например, сельские ребята, их было много, и они большое количество их, и они претендовали на эти места, то в таком случае и мест на эту категорию будет выделено больше. Хорошо. Система работает для грантовых мест. Для контрактных мест эта система не употребляется, не используется. Да, там просто уже по ранжиру. Хорошо. А раз уж существуют определенные категории, подкатегории, соответственно, контент вот именно всех тестов по регионам также различен, как я поняла. А тесты для всех одинаковые. Тесты для всех одинаковые. Да. Хорошо. Сейчас же наша программа подошла к концу, и я думаю, в адрес всех абитуриентов, всех родителей, которые готовятся к данному тестированию, я думаю, не хлеще, чем их дети, пару обращений, пару приятных слов и, соответственно, напутствий от наших сегодняшних гостей. Я же напомню, что с нами сегодня были представители Центра оценки образования и методов обучения. И сейчас я дам слово Вальковой Инне, и после чего, я думаю, ваши коллеги присоединятся и также обратятся к телезрителям. Я желаю успехов
всем абитуриентам, спокойствия родителям. Желаю, чтобы на вашем пути все было так, как вы хотите, и оставьте, пожалуйста, сотовые телефоны дома. Золотое правило. Пиар-специалист Чинара Эджи, Я бы вам хотела слово. обратиться также к родителям и к абитуриентам и сказать о том, что сейчас очень много людей, которые хотят за ваш счет обмануть вас, да, за ваши деньги и воспользоваться тем, что ваш ребенок сдает тест. Не верьте никаким мошенникам, пожалуйста. Лучше доверяйте своим детям, создайте им условия, чтобы они могли готовиться. То есть за чей-либо счет путем каких-либо посредников повысить балл на ОРТ невозможно. Это антикоррупционный проект Кыргызстана. Хорошо. И Мирим Эджи, также вам слово. Вот вы сейчас, все абитуриенты, получили уведомление. Надо внимательно прочитать это уведомление, посмотреть, как нужно закрашивать свои номера, потому что во время теста вам придется это делать. И внимательно прочитайте, пожалуйста, брошюру «Готовимся к общереспубликанскому тестированию», в котором прописаны ваши права, ваши обязанности и как вы должны вести себя во время теста. И также в этой брошюре есть обращение к родителям. Уважаемые родители, тоже ознакомьтесь, пожалуйста, с этой брошюрой. Удачи и терпения. Вам спасибо большое, что приняли участие в нашей программе. Я думаю, что телезрители, задавшие свои вопросы посредством социальных сетей и посредством нашего прямого эфира, получили все нужные ответы, а остальные ответы уже получат после тестирования. Сколько баллов они наберут, уже будет известно вскоре. Я вам пожелаю удачи в проведении общереспубликанского важного тестирования нашей страны. И, дорогие телезрители, вам также спасибо, что были сегодня вместе с вами. Если у вас есть идеи и предложения по поводу тем наших эфиров, то всегда будем им рады. Звоните нам, оставляйте свои комментарии, пожелания в интернете. И, как говорила один мудрец, самое важное всегда остается невидимым, ведь одна из таковых ценностей – это знание. Дорогие друзья, давайте все вместе будем готовиться. Я-то уже через это прошла, вот именно к абитуриентам сейчас обращаюсь, к общереспубликанскому тестированию. Надеюсь, что вы добьетесь нужных результатов и поступите в высшее учебное заведение, в то, которое вы, соответственно, мечтаете поступить. Я с вами прощаюсь ненадолго, так как неделя только началась, и каждый день вас ждут интересные, социально значимые, важные и интересные темы эфиров. Смотрели вы программу «Кефир» на телеканале Кеймус. С вами в течение часа была я, Айджамал Осмонова. Программа наша создана при финансовой поддержке компании «Шаро», родниковой воды «Легенды». Также нашим партнером является холдинг «Ассоль». Я с вами прощаюсь. Увидимся с вами вновь завтра в 19:30. Всем пока!